Здравствуйте! Сегодня гости главной студии ГТРК «Самара», председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области муфтий Талиб Хазрат Ярулин и председатель попечительского совета культурно-исторического фонда «Булгарское» или «Булгарское наследие» Гумар Батырши. Здравствуйте! Здравствуйте! Но мы не просто встречаемся именно в эти дни. Дело в том, что с 10 марта вечером мусульмане Самарской области, но и всего мира встретили священный месяц Рамадан. Первый же вопрос, конечно, что это означает? Вот что за период наступает у мусульман? Новый день начинается у нас с вечера. То есть с заходом солнца начинается новый день. И месяц Рамазан начался вот 10 числа, как вы сказали, с заходом солнца. И во всем мире мусульмане празднуют этот день. Празднуют, отмечают то, что Всевышний дал возможность людям получить его довольство. Потому что посредством того, что человек воздерживается от еды, от питья, от выполнения супружеских обязательств, он как бы получает довольствие Всевышнего тем, что старается делать то, что он предписал. Потому что если человек лишь только воздерживается от еды, от питья, то Всевышний говорит: мне не нужно, чтобы вы голодали и испытывали жажду. А необходимо совершенствоваться. Человек духовно совершенствуется в период именно вот поста. И социальная значимость этого поста, то, что человек, будучи в посте, воздерживаясь от еды, он видит состояние другого человека. И возникает желание помочь человеку, который нуждается в пище. Либо ему нужна вода, либо какая-то поддержка. И это уже социальная значимость этого, так сказать, поклонения является то, что люди уже на основании этого начинают заботиться о других и пытаются помочь. И также Всевышний как бы повелевал людям соблюсти пост и говорит о том, что, о люди, так же, как был предписан пост людям до другим пророкам, населению других пророков, также и вам предписан пост. Возможно, вы будете богобоязненными. То есть это является то, что человек становится более воодушевленным, более удовлетворенным именно посредством поста. И это не только вот голодание, но и опять-таки голод и воздержание от еды, от питья, он позволяет человеку как бы очиститься от негатива, который в теле есть человека. Но сейчас короткие дни, сейчас уже, как я говорил, человек, мусульманин, живет по лунному календарю, а лунный календарь, он на 10 дней короче солнечного. И поэтому вот на 10 дней ежегодно смещается. Например, если в этом году начался 10 числа, то в следующем году уже, наверное, 1 числа будет уже пост. И ежегодно это на 10 дней, так сказать, передвигается, и получается то, что оборот делается где-то в 30 лет. Где-то оборачивается вот это время. И Всевышний это предусмотрел, потому что пост предписан не только для нас, для россиян, к примеру, да, а для всего мира. И если у нас, например, здесь зимние дни, короткие дни, то где-то в другом месте земного шара есть длинные дни, это лето. И получится, если у нас будет всегда зимой, а у них летом, это неправильно. А чтобы почувствовать это, Всевышний сделал так, что вот все ощущают и летнюю жару, и зимний период проходит с легкостью. Поэтому вот Всевышний предусмотрел и это тоже. Вообще, я бы хотел, чтобы наш сегодняшний разговор был полезен не только мусульманам, но и вообще всем жителям Самарской области, где у нас в сотрудничестве, в добрососедстве живут все народы разных вероисповеданий. Поэтому вопрос, я для себя сейчас вынес, самое главное, что прежде всего мусульмане сейчас должны совершить добрые, благочестивые поступки. И вот не случайно мы Гумара Мулануровича пригласили, потому что, собственно, мусульмане и объединились в фонде, да, чтобы совершать такие поступки. Поступков у нас, да, можно сказать, не поступки, деяния, дела, много чего в рамках работы фонда. И частными лицами, и самим фондом, и нами, основателями фонда, проводится. Это строительство мечети в Зувчениновке,
Это 8-12 год. Это и вот недавно мы построили историческую площадку на Поповой горе в Ширяево. Там как раз вот с уважаемым Талиб-Хадрятом ездили из татарской общины, и не только с татарской, с творческой интеллигенцией Самары. Ездили на открытие памятного знака 1000-летия принятия ислама, открыли очень хорошее Вообще, когда он мероприятие. открывался, провели. он чуть ли не первый в России же был, да? То есть Не мы первый, так а первый в России. Он первый в вообще России, даже, да, первый в России открылся. Очень удачный был проект. Архитектор, у меня дочь, вот по ее проекту сделали, Марьям Батыршина, по ее проекту сделали памятный знак. Всех он обрадовал, всех устраивает. Мы его делали статуэтки, дарили первым лицам, и губернатору, и в Москве, и в Уфе. Значит, точной копии этого памятного знака. Помимо этого, вот недавно, много работы разные, долго перечислять, передачи не хватит. А вот последний... Напомню, давайте историческую мечеть, которая сейчас вот тоже принимали участие, знаю, в ее... Историческая мечеть там принимали все, там столько народу. Я думаю, никого это не обошло, без участия никто не остался. Все принимали и финансовые, и походы к чиновникам, и много-много чего другое. Ну и какая красавица Вот, получилась, да, все это общими стараниями получился достойный, как говорится, такой продукт. Вот, если так можно назвать. Вот, все гордятся, и город в том числе. Мы же как бы себя не разделяем, особо мы в России живем, мы россияне, поэтому у нас взгляды вот и с Талиб-Хадрятом, и со всеми они как бы в одном направлении все поставлены. Вот последняя работа, вот фильм вышел недавно. «Исламская цивилизация на Волге», Чукасем Булгарс, как ислам пришел на Волгу. Малоизвестные какие-то X факты, да? Да, малоизвестный факт для общественности, не только самарской вообще. Почему? Потому что у нас самарский режиссер был, делал, и он говорит, я так удивился сильно, что мы эту тему в Самаре вообще не знаем. Поэтому хорошо, что вы этой темой занимаетесь, давайте вместе и так далее. Вот фильм хороший получился, хорошую критику собрал в Татарстане и здесь тоже. Я думаю, мы его затея показать широким массам, творческой интеллигенции и особенно, конечно, в школах детям и по всем вузам. С Министерством образования есть предварительная договоренность по сотрудничеству. Следом за фильмом мы запустим Олимпиаду по этой теме «Средняя Волга», родной край, Средняя Волга. И номинантов этой Олимпиады, у кого, как говорится, истории, кто зажигается, загорается, конечно, будем как-то там чествовать, собирать на нашей исторической площадке или еще где-то там. И будем какие-то мероприятия проводить с участием академических кругов, там, не только Татарстана вообще, чтобы какие-то лекции, познания, чтобы были более емкие в этом направлении. Плановые именно на священный месяц есть какие-то у вас? Ну, планы на священный месяц у нас соблюдать уразу и содержать обычаи, главные планы. Потому что здесь сейчас большое мероприятие, очень больше другим особо некогда заниматься всем, потому что Да, ифтар мы попозже расскажем. Да, большой областной ифтар. В конце программы дождитесь, пожалуйста, мы подробно расскажем, как он будет проходить. Но сейчас все-таки хотелось про ограничения, чтобы подробнее вы рассказали, вот какие у мусульман вот в эти дни будут, что можно, что нельзя, потому что это тоже очень интересно. Возможно, кто-то впервые решит для себя вот соблюдать все вот ограничения, которые накладываются. Но пост у нас, если брать христианский пост и мусульманский пост, он отличается. Мусульмане не принимают пищу в течение светлого времени суток. От слова совсем не. Совсем. Ни воды, ни еды. То есть от рассвета до захода солнца. Вот в этот период человек, так сказать, не пьет, не ест, но и, так сказать, выполнение супружеских обязанностей тоже в это время не входит. Вечером, после захода солнца, все это разрешается. Опять-таки, мусульманин должен питаться продукцией халяль. Что такое халяль? Это, если это мясо, к примеру, это животное, которое зарезано с именем Всевышнего, с именем Бисмилля Аллах Акбар, то есть Аллах Велик. Вот с этими словами режется животное, и мясо вот этих животных, оно разрешено к использованию мусульманами. Вот в магазине, если продается мясо, там, например, говядина, либо там баранина продается, если она не халяль, она тоже, если она не по шариату зарезана, то она тоже является невозможной к использованию мусульманина. Птица тоже, она именно вот с этими словами должна быть заколота.
Свинина полностью запрещена. То есть в любом виде, любой производной от свинины, от свиньи, оно запрещено. Также запрещен алкоголь. Это продажа, это использование, то есть все, что связано с алкоголем, даже капля, которая содержит, так сказать, спиртное, оно запрещено к использованию для мусульманина. Вот эти ограничения. А так, в принципе, как бы человек живет своей жизнью, проблем нет в том, что, например, бывают же диеты даже, да, к примеру, человек соблюдает диету, но это отличается от диеты. Это не просто ограничение тебя в чем-то, себя в чем-то, а именно это духовное, потому что это тайна между Всевышним и человеком. Человек дает слово, что «О Всевышний, я намереваюсь сегодня соблюсти этот пост, дай мне возможность, дай мне получить возможность получить награду, и также прости мои прегрешения». Вот с такими намерениями человек вступает в пост, и если он держит этот пост для людей, для показа, то он в любом случае может где-то наесться, напиться, прийти и сказать, что я в посте. Никто не может опровергнуть этого, кроме тебя и Всевышнего. То есть это наивысшая степень как бы веры. Потому что другие поклонения можно увидеть человека и говорить, да, он там намаз читает, к примеру, или там милостыню делает, либо хадж совершает. Да? Это можно видеть, а другие действия, вернее, эти действия, а пост никто не может увидеть твой пост, кроме тебя и Всевышнего. Ты сам должен, да, в душе это почувствовать, вот необходимость. Это душевное, это духовное, да. Умар Муланурович, а вот у вас в семье как вот эти традиции соблюдения поста передавались, и вот вы сейчас подрастающему поколению, как вот наставляете? Ну, во всех семьях примерно так происходит. От бабушек, от дедушек, от старших переходит родителям, от родителей переходит к нам. Мы передаем, естественно, своим детям и внукам, чтобы и язык не уходил, и вера не уходила, и так далее. С детства у нас как бы дети приучены. Азам, скажем так. Были же гонения, в годы советской власти, это не секрет, то есть смогли сохранить и передать это, да, это тоже такой духовный подвиг. Во многих семьях был такой, как бы это, период тяжелый, и как бы переставали. Но сейчас все это дело, я думаю, что восстанавливается, все равно интерес не пропадает к своей вере, к своей истории, предкам и так далее. И сейчас это, наверное, опять начало все это дело продвигаться. Молодежь, самое главное, соблюдает. Потому что это все связано, и вера, и история, и воспитание. Это все связано как раз вот сейчас с сохранением семейных ценностей, к чему мы сейчас вот продвигаем эту идею межконфессиональную. Почему? Потому что мы же видим, как мы подвержены, наша молодежь, влиянию сильного там, Запада, всем этим вот субкультурам и так далее. А вера и знания, познание в истории, все это дело укрепляет как бы силу. Сама даже ураза, когда дети держат, допустим, вот у меня сын 14 лет, он чувствует себя, говорит, чувствует сильнее. У меня, говорит, воля закаляется. То есть не слабее, а сильнее человек сильнее даже чувствует, да, себя? Да, у него сила воли, это все. Он еще, может быть, не все понимает, но если он неделю держит, там несколько дней ураза, он уже как бы он может что-то преодолеть. У него сила воли начинается. Вот, Сила духа. Сила духа, воля, все это. Поэтому это со всех сторон, как говорится, приветствуется на всех уровнях у нас. И вот у меня старший сын, 3 детей, он воспитывает их в этом духе. Спорт, это религия. Еще хочу добавить то, что вот Гумер Муланурович сказал о том, что год семьи. Да, год семьи, как бы мы в этом году отмечаем вот, по указу президента, ввиду того, что вот Запад сейчас пропагандирует свои ценности. Но у нас испокон веков, как бы и в Конституции прописано, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. И вот мы рады тому и благодарны нашему, так сказать, руководству страны, то, что вовремя это как бы остановили вот, вот это влияние Запада. Потому что какую бы нашу традиционную религию не взять, будь то христианство, будь то ислам, будь то иудаизм, да, мы все проповедуем вот именно вот эти ценности. И вот Умар Муланович не сказал еще о том, что у нас есть планы такие сделать совместные
проект именно со всеми конфессиями провести большое мероприятие, это, наверное, осенью проведем, надеемся на это, провести именно все, что нас объединяет. То есть ценности как бы семейные, они все одинаковы. То, что и ценности заповеди духовные, которые есть, например, в христианстве, не убей, не укради, там, не прелюбодействуй, все эти ценности, они в любой религии есть. Может, немножко по-другому название, но основа та же. И поэтому вот здесь вот у нас есть к чему стремиться, и есть точки соприкосновения с другими религиями. Есть о чем будет поговорить, безусловно. Они уже происходят. Мы вот ездили недавно с Талиб Хазретом, большой делегацией в Тольятти. Протоиереем Лескиным общались очень плодотворно, нашли понимание во всех вопросах и наметили уже план работ, по которому мы пойдем вот провести этот форум и дальше, значит, уже как бы двигаться дальше, что вот это вот, чтобы снизу тоже у нас была инициатива, не только сверху, а снизу поддержана и так далее, чтобы мы двигались в этом направлении. И еще, если можно, я добавлю то, что вот про пост. В посте, когда человек постится, у него желание есть, ну, естественно, желание попить, поесть. И вот если человек поможет этому человеку в разговении, к примеру, там, угостит кусочком финика, либо там глотком воды или молока, то награда за пост, который соблюдал человек, запишется тому, кто его угостил. И вот поэтому у нас принято так, что вот делать угощение. Вот у нас в мечетях делать угощение. Вот 13 числа будет городской ифтар во всех городских мечетях, куда можно будет любому человеку прийти и, так сказать, отведать явств для того, чтобы сделать разговение. Замечательно. Но я знаю, вы и областной ифтар готовите большой, да? Вот обещали про это подробнее рассказать. Что это за такое мероприятие? И вообще давайте для немусульман объясним, что такое ифтар, как это слово переводится. Ифтар – это разговение. То есть, когда человек имеет возможность приема пищи. Это после захода солнца человек сначала как бы водой, либо там кусочком финика разговение делает молитву, а потом уже садится за полноценный стол для того, чтобы покушать, отведать явства, какие приготовлены, либо скромно, либо щедро, ну, у кого какой кошелек, так сказать, какие возможности есть. Но как бы желудок один у человека, много все равно лишнего не съешь, поэтому человек насыщается тем, что дал Всевышний. Ну и как бы это вот, я говорю, либо приглашает там домой, приглашает, собирает друзей, там, родственников. То есть это семейные, опять-таки, ценности, да? Тут, ну, здесь и семейные ценности есть, да, как бы для семьи делают. А есть люди вот от своих щедрот, к примеру. Я хочу, чтобы там разговение сделали там 100 человек, к примеру, да. И вот он делает какие-то жертвования, и на эти средства покупаются продукты и делается, приготавливается. И вот если 100 человек пришло на разговение, то награда поста 100 человек запишется этому человеку, который именно способствовал тому, что вот это разговение было. И поэтому люди стремятся делать больше благ. И говорится о том, что высказывание нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, он говорил о том, что если в месяц Рамазан человек делает дела, как бы, ну, простые дела, не именно поклонение, а простые дела. Ну, например, там, помог, дверь подержал человеку, там, выходит, да, или там место уступил, там, или ну, что-то подал, или еще что-то. Даже вопрос кто-то задает, адрес или еще что-то, ему подсказал, показал путь, это тоже пишется как награда. И вот такие мелкие награды, они будут писаться в месяц Рамазан, как будто ты сделал поклонение в другие времена. А именно поклонение будет как бы в 40 раз увеличена награда за поклонение именно вот в месяц Рамазан. И что еще мы... Областной ифтар, вот как, где вы его планируете? Как? Потому что я знаю, что каждый год какие-то такие амбициозные планы, и они, ну, слава богу, все сбываются. Вот областной ифтар мы планируем провести 20 числа, 20 марта.
И собираемся на арене, стадион «Арена». Там есть медиацентр. И вот мы планируем там провести этот ифтар. Для людей, которым мы раздадим приглашение, это будут и разные национальности, потому что мусульмане не только татары. Тут нет ограничений таких, да? Да, да. Здесь как бы люди, которые соблюдают пост, это мусульмане разных национальностей. И у нас в мечети нет разграничений. Ты там этой нации или другой нации. То есть люди все едины. И этим как бы гордимся, то, что мы можем объединить людей разных национальностей именно в этом здании, в этом храме, да, в мечети, например. Да? А здесь вот мы еще собираемся делать разговение для всех людей, которые придут на это разговение. И вот мы раздали уже пригласительные билеты национальным лидерам, вот именно мусульманских национальностей, которые тоже способствуют тому, что вот этот праздник состоится. И надеемся, что и высокие гости приедут на этот праздник. Ну и масштабно проведем это мероприятие. Так что приглашаем 20 числа в 17:00 на стадион «Самара-Арена. Солидарность» для проведения вот этого мероприятия. Гумар Мулламович, ваш фонд тоже какое-то принимает участие в организации этого важного мероприятия? Ну да, организация же вопрос обширный. Это проводится постоянно, несколько планерок проводилось. Это большая работа проведена. Ну, финансовую помощь оказываем, естественно, и присутствуем на планерках где-то как бы это, конечно. Помощь есть. Помощь, да. Со всех сторон помощь идет, активистов очень у нас много. Очень мы рады вот за это, то, что у нас молодежь в этом участвует, в основном все организационные вопросы как бы ведет. Поэтому нам только советовать остается. Поэтому очень это приятно и радостно, что у нас есть поколение подрастающее, которое идет следом. Ну и мусульмане многие интересуются. В период ковида, к сожалению, прервалась вот эта ниточка с Меккой. Нельзя было в хадж отправиться. Ну, по понятным причинам. Сейчас возобновилось или нет? Есть ли какие-то сложности? Но у нас вот 10 числа, 10 апреля будет окончание поста, будет праздник. Праздник – это Ураза-Байрам. И после этого, через 90 дней, будет другой праздник – это Курбан-Байрам. И вот в преддверии Курбан-Байрама люди едут на хадж, потому что необходимо именно вот 3 дня, которые там есть, необходимо быть в местах, которые определил Всевышний. Вот рядом с Меккой есть место Арафат, где люди собираются, гора Арафат, туда собираются для того, чтобы провести один день перед Курбан-Байрамом в этом месте, потому что это предписание Всевышнего. И вот ежегодно отправляется большое количество людей. Но да, вот как вы сказали, в ковид не получалось. И сейчас, слава Богу, у нас Саудовская Аравия, так сказать, наладились хорошие отношения. И в этом году тоже планируется поездки в хадж. У нас как бы региональных операторов нету, мы выступаем только как агенты. Но опять-таки мы в мечети, в духовном управлении собираем анкеты, собираем документы, отправляем это в Казань, и через Казань группа собирается и едет на паломничество. Но это тоже своеобразное духовное испытание. Если человек искренне хочет все для этого сделать, наверное, это совершается все-таки. Ну, это, конечно, это как бы поездка, во-первых, финансово очень затратная, во-вторых, физически там необходимо очень много ходить, то есть там это, ну, мы видели эти знаменитые кадры, видели, да, конечно. К сожалению, христианам нельзя там быть, ну вот. Ну да, там, как бы по видео, наверное, видели, что там происходит. То есть там очень много физического тоже воздействия, там ходить много надо. Но это опять-таки испытание. И человек, пройдя это испытание, он получает такой заряд энергии и желание еще туда приехать. Вот как, например, почему люди обходят вокруг Каабы? Именно вот с левой стороны, сердце ближе к Каабе. Когда обход 7 раз происходит, вот это как бы
ну, образно говоря, намагничивание, да, и человек, вот он уже его притягивает туда, вот, к этому храму, и вот когда человек видит этот храм даже по хронике, по, например, по телевидению где-то, да, у него возникает желание такое вот, вот еще бы хотя бы раз съездить туда, то есть желание такое возникает. Поэтому дай Аллах, чтобы было побольше таких паломников, которые искренне поклоняются, искренне едут туда для того, чтобы получить удовольствие Всевышнего и вернуться оттуда именно такими искренними мусульманами. У нас остается буквально минута. Я бы хотел, чтобы вы небольшие пожелания мусульманам Самарской области, своим друзьям, коллегам, близким, вот в священный месяц Рамадана. Ну, пожелания укрепления имана, духа. Это же еще, вот Талиб Хазрят, немножко его, извиняюсь, перебил. Это же вопросы культуры тоже. Ислам прививает. То есть это подержать дверь, кому-то угостить, кого-то там поучаствовать в каких-то человеческих, может быть, переживаниях у человека, помочь ему всячески. И советом, и делом, и копейкой, скажем так, и едой. Поэтому вот это, чтобы у нас развивалось, сохранялось и так далее. И как раз вот месяц Рамазан этому способствует очень сильно. Талиб Хазрат, и вам слово. Ну, что сказать. Уважаемые единоверцы, хочется пожелать всем нам крепкости веры, духа, чтобы мы соблюли этот пост, чтобы получили награду, которую обещал Всевышний, чтобы были примером для других людей, что в мире и согласии проживали со всеми народами, чтобы семьи были крепкими, сильными, большими, чтобы потом в будущем, когда предстанем перед Всевышним, мы сумели дать достойный ответ за тот период жизни, который прожили в этом мире, и чтобы, получив его удовольствие, оказаться в вечном блаженстве, которое называется рай Джаннат. С праздником всех нас. Спасибо большое за участие в нашей программе, за важные такие наставления. Ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.